Машина для делания денег. Вторая глава. В первые дни общения с Анастасией я отнесся к ней как к отшельнице со своеобразным мировоззрением. Теперь, после всего услышанного о ней и просчитанного, после последовавших ее проникновений в нашу жизнь, она стала какой-то аномальной. В голове началась путаница. С усилием отбросив нахлынувший поток информации и выводов, я пытаюсь вернуть простоту первых впечатлений и ответить на часто задаваемый мне вопрос: почему ты не вывез Анастасию из тайги? Мне очень хотелось вывести Анастасию из тайги, но я понимал, насильно это сделать невозможно. Надо попробовать доказать ей целесообразность, полезность ее пребывания в нашем обществе. Я размышлял, какие из ее способностей с выгодой для нее, людей и моей фирмы можно использовать. И вдруг понял, стоящая передо мной Анастасия – настоящая машина для делания денег. Ее способности позволяют запросто излечивать людей от всевозможных заболеваний. Причем она не ставит никакого диагноза, а просто выгоняет из организма сразу все поселившиеся в нем болячки и даже не прикасается к телу. Я на себе это испытал. Она сосредотачивается вся, смотрит своими добрыми серо-голубыми глазами, не мигая, и тело словно нагревается от ее взгляда. Даже ноги потеть начинают через пот, и выходят токсины всякие. Люди платят большие деньги за лекарства и операции. Не помогает один врач, идут к другому, идут к экстрасенсам, биоэнерготерапевтам, чтобы излечиться всего от одной болезни. Тратят иногда недели, месяцы, годы, а тут всего минуты. Я подсчитал, если она будет тратить на одного пациента даже 15 минут и за это брать всего $10, хотя многие целители берут и больше, то в час получается 40. Но и это далеко не предел. Есть платные операции, которые стоят до 10 тысяч баксов и более. В голове, казалось, выстраивался хороший коммерческий план, и я решил уточнить некоторые детали и спросил у Анастасии: «Ты, значит, можешь выгнать любые болячки из человека?» «Да», — ответила Анастасия, — «думаю, что любые». «Сколько тебе нужно потратить времени на одного человека?» «Иногда очень много времени». «Много? Это сколько?» «Однажды мне пришлось затратить больше 10 минут». 10 минут? Ерунда! Люди тратят годы на то, чтобы вылечиться. 10 минут очень много, если учесть, что в это время мне необходимо как бы концентрироваться и останавливать процесс осмысливания. Ничего страшного, подождет осмысливание. Ты и так знаешь много. Я тут кое-что придумал, Анастасия. Что ты придумал? Я заберу тебя с собой.
в большом городе арендую для тебя хороший офис. Сделаю рекламу, и ты будешь лечить людей. Ты принесешь людям много пользы, и мы будем иметь хороший доход. Но я ведь и так иногда лечу людей, когда моделирую разные ситуации с дачниками, чтобы помочь им понять окружающий их мир растений, то мой лучик и болезни из них выгоняет. Только я стараюсь, чтобы не все. Так они же не знают, что именно ты это делаешь. Тебе не то, что денег никто не платит, а даже спасибо не говорит. Ты же ничего не получаешь за такую работу. Получаю. Что? Мне радостно становится. Ну хорошо. Пусть тебе будет и радостно, и приятно, а фирме еще и дохода. А если у какого-то человека денег не будет, чтобы заплатить за лечение? Да что ты сразу лезешь в разные нюансы мелкие? Не твое дело думать об этом. У тебя будут секретари, администратор. Ты должна думать о лечении, совершенствоваться, бывать на семинарах по обмену опытом. Ты сама понимаешь, как работает этот твой способ, твой лучик, но механизмы какие задействованы. Понимаю. И в вашем мире этот способ известен. Врачи профессиональные, ученые знают о нем или чувствуют его благотворные воздействия. В больницах стараются разговаривать с больными ободряюще, чтобы настроение у них поднять. Врачи уже давно заметили, что если человек находится в состоянии депрессии, болезнь трудно вылечить, лекарства не помогают, а если отнестись к человеку с любовью, болезнь уйдет быстрее. Так почему никто не стремится разобраться и развить этот способ лечения до такой степени, как у тебя? Многие из ученых стремятся разобраться, и многие люди, которых вы называете народными целителями, тоже этим способом пользуются, и получается у них немного. Этим способом исцелял людей Иисус Христос, святые угодники. В Библии много говорится о любви, потому что это благотворно влияющее на человека чувство. Оно самое сильное из всех. Почему у целителей и врачей немножко, а у тебя так запросто и много? Потому что они живут в вашем мире, и им приходилось, как и всем в вашем мире, допускать в себе пагубные чувства. Что за пагубные чувства? При чем здесь они? Пагубные чувства, Владимир, это злость, ненависть, раздражение, ревность, зависть и другие. Они им подобные делают человека слабее. Ты что ж, Анастасия, редко злишься? Я никогда не злюсь. Хорошо, Анастасия, неважно, вследствие чего он получается, такой эффект. Важен конечный результат и какую пользу можно извлечь от него. Скажи, ты согласна поехать со мной и заняться лечением людей? Владимир, ведь мой дом и моя родина здесь, и только находясь здесь, я смогу выполнить свое предназначение. Ничто человеку не даст большей силы, чем родина его.
родителями сотворенное пространство любви. Лечить людей, избавлять их от физического недуга я могу и на расстоянии с помощью своего лучика. Ну хорошо, не хочешь ехать? Давай лечи на расстоянии. Мы с тобой можем договориться, в какое место будут приходить желающие вылечиться. Они будут платить деньги, и ты в определенное время будешь их исцелять. Мы сделаем расписание. Ты на это согласна? Владимир, я понимаю, ты хочешь, чтобы у тебя было много денег. Они будут у тебя. Я помогу тебе. Только не нужно делать их таким способом. В вашем мире берут деньги за лечение. Иначе нельзя в вашем мире. Но я лучше буду это делать без денег. И еще я не могу лечить всех подряд, потому что не всегда понимаю, в каких случаях исцеление приносит пользу, в каких вред. Но я буду стараться осознать и понять, и как только смогу разобраться, что за чушь, каким-то образом исцеление, лечение человека может принести вред. Или ты имеешь в виду вред тебе? Исцеление физических недугов часто наносит вред самому исцеленному. Анастасия, у тебя от твоих мудрствований перевернуты представления о добре и зле. Врачи во все времена почитались обществом, хотя и не бесплатно свое дело делали. Если ты все на Библию ссылаешься, так и там это не порицается. Так что выброси из головы свои сомнения. Вылечить человека – это всегда хорошо. Понимаешь, Владимир? Я видела, мне дедушка показал на примере, какой вред нанести может исцеление, когда не обдумано оно, когда не участвует в исцелении сам больной. Какая-то философия у вас здесь своеобразная. Я тебе дело совместное предлагаю. При чем тут примеры?